Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего мужчина на самом деле хочет от вас? Давайте залезем к нему в голову, в сердечко его залезем, поковыряемся и узнаем правду. Чего он хочет? Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно, либо вслух. Задайте именно ему свой вопрос. Так и спросите, чего ты хочешь, чего хочешь на самом деле. Расскажи, объясни, как тебя понять, как с тобой общаться. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мужчина прям так запутался в каких-то кустах запутался. И больно, и страшно, и как будто бы смирился. В странных обстоятельствах мужчина находится, в тяжелых, странных обстоятельствах. Итак, мои хорошие, здесь мужчину показали в терновом кусте. Вот он сидит, ему больно, ему страшно, ему неприятно, но он как будто бы смирился, да, со своим положением. Из этого я могу сделать вывод, что мужчина на расстоянии с вами, вы либо поссорились, либо в принципе перестали общаться, либо этот мужчина не свободен, потому что да, этот куст может показывать его семью. Семья, которая на него давит, и он такой, ну что я могу сделать, да? Вот так случилось, так сложилось, я ничего не могу с этим сделать. Явно дела у него идут плохо, он очень пессимистично вообще смотрит на свою жизнь, на свое будущее, и ему очень не хочется, чтобы вы его видели в таком вот положении слабака, положении человека, который за себя не борется. Не то чтобы за вас, за любовь, за вашу, а за себя даже не борется. Вот он ручки так сложил и такой, ну что я могу сделать? Мне больно, я страдаю, ну что я могу сделать? Такое поведение как бы не мужское на самом деле. Вы же на него смотрите с каким-то укором. Видно, что вы на него обижены, но и в то же время вы за него переживаете, вы за него волнуетесь. Ну, потому что вы его любите, любите его по-настоящему, честно, без всяких корыстных мотивов. То есть у вас к нему любовь, у него к вам любовь, но он сидит в этом терновом кусту и ничего не делает. Конечно, это вас раздражает, и вы не понимаете, почему он не борется, почему он не пытается оттуда выбраться. Почему, если он говорит правду, что любит вас, да, почему он не рядом с вами? Почему его пугают какие-то ветки? Ну пусть они колючие, неважно, почему они его пугают. Ведь любовь и счастье, вот оно рядом. Просто прими решение, просто сделай правильный шаг. Ну в таком ключе. Также, судя по всему, какая-то усталость у вас есть. Усталость от этой ситуации. Возможно, это не первая ссора, либо не первый момент, когда он опускает руки. И вы такая думаете, ну неужели ты такой слабый, да, неужели ты такой фаталист, да, ты не хочешь бросить вызов всем, пойти наперекор, к счастью своему идти, да, как бы раздражает, это очень вас раздражает. Вы его то любите, то как бы ненавидите, да, то злитесь на него очень сильно. Но все равно отказаться вы от него не можете, потому что чувствуете, что он ваш родной человек, да, вот какая-то связь между вами, которую невозможно прервать, оборвать, и она как и счастье дарит, так и боль приносит. Вот так мне идет. Я не могу сказать, что эти отношения, они супер счастливые, либо супер несчастные. Здесь все как будто бы под ручку идет, и плохое, и хорошее.
И есть моменты, которые вы вспоминаете, прям тепло на душе становится. Есть моменты, которые прям хочется рвать и метать, да? Злитесь очень сильно. Но тем не менее, чего он хочет? Он хочет, чтобы эта ситуация закончилась. Он хочет ключ найти. Видите, здесь ключ. Говорит, я хочу, чтобы все закончилось. Я хочу, грубо говоря, ничего не делать, чтобы оно само все решилось. Почему-то этот мужчина постоянно взирает в небеса. Да, он смотрит в небеса, я так понимаю, призывает Создателя, призывает ангелов небесных, чтобы ему помогли. То есть у мужчины осталась только надежда на чудо, что вот чудо придет, чудо поможет, и я обрету свою свободу, и я счастливым стану. Да, но он надеется на чудо, на небеса смотрит, испытывает дикую адскую боль, понимает, что и вы тоже страдаете, он ведь тоже это понимает. Ему еще больнее становится, потому что он, получается, да, источник ваших страданий. Сам себя простить не может, но при этом он бездействует. И еще, мои хорошие, если мужчина прям женат, то здесь явно жена постаралась и какие-то превентивные меры приняла. То есть не просто так он сидит, смирился. Тут явно какое-то колоссальное давление, либо даже магическое влияние. То есть она его убедила, что он никогда свободным не станет, да, что он никогда счастливым не будет. Либо она магией лишила его, можно даже сказать, разума, сил лишила. Да? Он просто вот как выдавленный лимон, слабенький, хиленький, вяленький, и голова пустая, понимаете? Только сердце болит, вот так мне идет. То есть и так может отыграться. Вы, конечно, как хотите, но здесь все-таки, наверное, треугольник. Треугольник. Хотя, да, я могу допустить еще, что семья против вас настроена, допустим, да, его семья против вас. И именно семья не позволяет ему быть с вами. То есть давит на него, не позволяет быть с вами. Но очень похоже, что это все-таки мужчина женатый. Вот. А вы любимая женщина, свет в оконце, но мужчина не борется. Что-то, либо кто-то лишил его сил. Вот вы меня извините, но очень-очень похоже. Потому что его все-таки показывают человеком деятельным, активным, борцом показывают, сильным. Сильная личность, да, потому что вы в него влюбились, он покорил вас не внешними данными, а именно силой своего характера, силой своих действий, решений, вот горячностью какой-то, необузданностью, вот этим покорил. А сейчас он просто вот как старик, понимаете, столетний старик, который ничего уже не может, да, он беззубый, он руки-ноги не слушаются, да, в таком состоянии. Давайте я сразу, наверное, уточню, потому что тут и вас жалко, и мужчину, конечно, жалко. Он как будто бы, знаете, молодое дерево, которое практически под корень срубили. Там на одной какой-то волосиночке держится. Чахнет. Вот он чахнет, правильное слово. На чудо только надеется. Давайте посмотрим, что с ним приключилось. Что с ним приключилось? Как я сказала, туда треугольник, скорее всего. На него семья давит очень сильно. Кольцо, которое он носит, давит на него очень сильно. Атмосфера в семье, в доме. Но опять же, жена не дремлет, понимаете, мыши вышли. Да, она что-то делает. Либо она ему пригрозила, что я тебя без трусов оставлю, и если есть дети, то ребенка больше никогда не увидишь. Ребенок вырастет, тебя ненавидеть будет, а он, например, хороший отец. Либо она действительно что-то вот такое делает магическое, да, что его лишает полностью сил, что его делает вот таким вот прям растением, да, в чистом виде. То есть он в горшке своем сидит, зависит от того, кто его поливает. Нет, ничего, нет никакой возможности вырваться из этого горшка. Потому что дом, он привязан к этому дому, его привязали к этому дому. Кольцо тяжелое на него давит. Мышь, что-то она делает. Угу. Его сегодняшняя семья, брак, да, в котором он состоит, это для него прям адская мука. Он-то надеялся на счастье, а получил адскую муку. Вот и все, девочки.
Вот и все. Пути ему не видны, он на развилке. Поскольку нет ни сил, ни желаний, да, он ничего придумать не может. Слушайте, я говорю, а у меня прям слова в горле застревают. То есть настолько сильное воздействие, давление идет на этого мужчину. Вот хотите верьте, хотите нет, он как будто бы не он. И смотрите, то, что она делает, ведет его к могиле, в прямом смысле слова. Там видно, женщина такая, ну типа, если не мой, то ничьей, да, разлучит нас с тобой только лишь могила, да, вот такая злобная, агрессивная. Ну, я так понимаю, что она не любит, да, не любит, потому что если бы любила, то, наверное, не стала бы его держать. Нет, он вас любит, он с вами свою судьбу видит. Вот я теперь поняла, почему он смотрит на небо, почему он на чудо надеется. Знаете, он как будто бы договаривается с Создателем. Он говорит, ну, Боженька, ну ты же видишь, как я люблю, ты видишь, как я страдаю, да? Если она моя судьба, то сотвори чудо. Пусть эта ситуация вся уйдет, пусть она рассосется, верни мне силы, дай мне возможность быть той, кого я люблю. Вот этого он просит у Создателя, он просит любви с вами, чтобы Создатель чудо сотворил. Может быть, он и не понимает, что на него идет воздействие, может быть, он не понимает, что на него магия оказывается, да, и поэтому он так просит. Вот оно чудо, которое он ждет, у Боженьки просит. Ой, и жалко, и страшно, и непонятно, да, что с этим делать. Ну, понятно, вот, это его жена, либо сожительница, с кем он там вместе находится. Змея редкая, очень опасная и ядовитая. Я не знаю, конечно, девочки, насколько сильна ваша любовь, но мне почему-то кажется, что в этой пьесе вы главная скрипка. Скорее всего, хватит ждать, и, наверное, нужно вам действовать. И мужчину нужно все-таки спасать. Да, бывают такие патовые ситуации, когда сам не выберешься из капкана, либо с ловушки сам не выберешься. И здесь, наверное, таки... Тут все взаимосвязано, понимаете? Я так понимаю, что вот он попал в ловушку, он выбраться из нее не может. Он обращается к небесам, говорит, Боженька, помоги, дай ключ, освободи. Но завязка идет на вас, понимаете? Если вы, получается, любите, если мужчина вам действительно очень сильно нужен, то вы будете действовать, вы будете что-то предпринимать, да, со своей стороны, Боженьку просить, Создателя, ангелов, кого угодно просить, и даже что-то делать, да, может быть, мужчину чистить, может быть, с него эту гадость снимать, может быть, вы должны его звать, да, говорить, что любимый, родной, я все пойму, я все приму, ты мне нужен, только лишь ты. Я тебя жду, я в тебе нуждаюсь. Двери моего дома, моего сердца для тебя всегда открыты. Да, я любого тебя приму. То есть звать его, да, давать ему эту надежду. Надежда придаст ему силы. Он будет действовать, либо ну как-то хотя бы барахтаться, бороться за себя. Понимаете? Потому что здесь вот эта часть рисунка, она просто адская. Тут нет другого слова, адская. И ваши страдания, его страдания, и вера в чудо, а чудо не приходит, и вы злитесь, но и вам его жалко. И вообще иногда, да, мысли какие-то, что вот зачем я с ним связалась, вот он такой, не такой, и он меня обманул. Но вы для него птица счастья. Видите, вас показали журавлем. Вы птица счастья для него. Понимаете, если не с вами, то ни с кем другим счастливым он не будет. Если с вами, то будет совершенно другая жизнь и судьба. Вы ведь тоже чувствуете, что он для вас птица счастья. Ведь я уже говорила, да, связь между вами, она какая-то необычная, очень-очень сильная. И ничто не может прервать эту связь. Да, она не всегда хорошая, не всегда там положительные эмоции передаются. Но тем не менее, судьба повязала, тут по-другому и не скажешь. Вспомните, как у вас все начиналось, вспомните, как вы познакомились. Там очень много необычных моментов. Смотрите, у меня даже свеча потухла. Ну вот явно что-то не так с вашим мужчиной, и явно что-то не так в его энергетике. Пытаются, смотрите, и мне сложно говорить, и пытаются свечи мне тушить. Ой, сдается мне, что на него очень сильно колдуют.
Причем, скорее всего, работает мастер. Не сама она что-то, эта жена делает, а, скорее всего, делает мастер. Угу. Чего он хочет на самом деле? Чтобы все закончилось, чтобы вы были вместе. И вообще он показывает свадьбу. Свадьбу, либо какой-то праздник, ваш общий праздник, да, не обязательно свадьба. Здесь, может быть, вы празднуете, да, что вы наконец-таки обрели друг друга, что вы вместе, что вы счастливы. Но у кого-то действительно свадьба показывает. Так и так может отыграться. Он хочет, чтобы от него все отстали. Он хочет, чтобы к нему вернулись силы. Он хочет, чтобы вы его дождались. Прям для него это критично важно, чтобы вы его ждали, чтобы его борьба была не напрасна. Потому что эта борьба, она очень жестокая, она кровавая, она, ну, понимаете, никого не щадит эта борьба. Вот, особенно мужчину этого не щадит. Безжалостно, да, все это будет происходить. Мужчину, да, жалко. Но чтобы он это все сделал, вы должны его ждать. Он должен быть уверен, что он вам нужен, что вы до сих пор его ждете, что вы его примете, что вы от него не откажетесь. Вот это ему нужно. Потому что если он все это проделает, и вы от него откажетесь, он просто погибнет, девочки. Ну, кроме шуток, говорю как есть. Он это все прорисовал, он все показал. Несчастный мужик, хочется сказать. Блин, ну так прям жалко его стало, знаете, чуть ли не до слез. Так иногда бывает. Магии люди портят жизнь кому-то, себе, всем. Это же женщина, которая это все делает, она что же несчастливая, абсолютно несчастливая. Хватается за вот эту последнюю соломину, да, за магию. Но счастья что-то не приносит, да, он же от этого ее не начинает любить. У них же там мир не процветает, постель не делят. То есть тоже несчастные. Все несчастные. И знаете, судя по этой отсыпке, очень похоже, что... это, конечно, мое предположение. Опять же, вы все разные. Но, тем не менее, очень похоже на то, что вы друг другу по судьбе, и вы должны были быть вместе. А она каким-то образом втесалась и заняла ваше место. То есть подсуетилась, может быть, опять же, приворожила, присушила к себе, может быть, под него легла, понимаете, ну бывает, а он человек порядочный, он сказал, я беременна, он такой, ну бля, ну будем жениться тогда, ну что поделаешь. То есть могло быть такое. То есть она разбила пару людей, которые были вот прям друг другу по судьбе, которые вот половиночки. Вот. И теперь всеми правдами и неправдами пытается этого мужика у себя удержать, делая всех несчастными. Вот прям всех. Даже если у них есть дети, дети тоже несчастные, потому что они смотрят на весь этот ад, который происходит в доме. И счастье детям это тоже не придает. То есть подосрала всем, хочется сказать. Но и себе, конечно, в первую очередь. Так, ладно, с этим разобрались. Чуть выше показаны его фантазии, то есть это желание его сердца, чего он хочет. Ну, обрести свободу, это понятно, здесь он уже это все показал. Он хочет с вами то ли свадьбы, то ли праздника. То есть свадьба либо праздник, а может быть и то, и другое. Да? Может быть, свадьба и есть ваш общий праздник. И он хочет вас на руки взять и куда-то увезти далеко-далеко от вот этой всей безобразной каши, от этого месива, просто забрать и куда-то увезти. Там, где не дотянутся до вас злые люди. Он даже не сам бежит, он больше как вас хочет защитить. То есть забрать, куда-то далеко-далеко увезти. Ну, в другую страну, может быть, вообще на другой континент. Вот этого он хочет. С вами сбежать и где-то жить. Жить там, где вы будете счастливы, где дурные люди, в принципе, ну и не найдут, и не узнают. Вот этого он очень сильно хочет. Если спросить, в чем его желание, это быть вашим мужем, жить с вами одной семьей и где-нибудь подальше от того места, где вы сейчас все вместе находитесь. Вот этого очень сильно хочет. Ну, я не знаю, получится у него, не получится. Там время, конечно, покажет. Но на самом деле мужчину очень жаль.
Если вы, мои хорошие, понимаете, что вам отыгрывается эта отсыпка, то я бы вам советовала как минимум за этого мужчину молиться. Молиться как за болящего, да, того, кто болеет, кто в нужде, кто в бедах, кто познал несчастье. Также, если вы верующий человек, придерживаетесь православия, вы можете заказывать молитву Златоуст за него, тоже хорошо будет работать. Если вы сами практикуете, либо если вам близка практика, обряды вы умеете делать, тогда помогайте ему чистить. Его нужно постоянно чистить, вычищать вот эту всю грязь, вот эту всю магию, вот это все воздействие, черноту вычищать с него. Здесь чистки должны быть постоянные, ежедневные. Как, знаете, на работу ходить, вот так его чистить. Вы можете ему помочь, вы можете облегчить ситуацию. Но опять же, небесам вы покажете свое согласие на счастье с этим мужчиной. Так и скажете: да, он мне нужен. Небеса посмотрят, скажут: да, он тебе нужен. Вы друг другу по судьбе были, по судьбе до сих пор друг другу остаетесь. Вот такой вам совет. Конечно, очень патовая ситуация. Будем надеяться, что все-таки придет в норму. И обещанное счастье, да, оно все-таки будет, оно воплотится. Готовьтесь к тому, что мужчина будет вам предлагать, да, если у него получится вырваться, куда-то уезжать, переезжать и просто бежать подальше от этой дебильной семейки, не семейки, возможно, одной конкретной женщины, подальше, и так, чтобы никто вас не смог достать. А на мужчину не злитесь, знайте, что ему прям очень тяжело. Вы поверьте, он только вами живет, только о вас думает. Мысли о вас придают ему какие-то силы, да, чтобы хотя бы день прожить. И вот так он коротает дни, день ото дня. Он уже даже на человека не похож. Он похож на какого-то биоробота, который по какой-то программе действует. То есть, да, не думая, выполняет чьи-то какие-то задания. Так мне идет. Страдает, мужчина страдает. И вы страдаете. Будем надеяться на то, что все исправится, на то, что вы ему поможете, и Создатель ему тоже в помощи не откажет. И тогда его эта мечта быть с вами, и ваша мечта быть с ним, она обязательно исполнится. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.